Давным-давно, почти полвека назад, мы, как многие мальчишки, тогда любили играть в войну и слегка досадовали, что родились так поздно, что наша война – это только игра, войнушка. А настоящей нет, и при нашей жизни вряд ли будет. Но едва фантазии детства сменились мечтами юности, самая настоящая война вдруг пришла в дома многих наших сверстников. Не миновала чаша сия и моего младшего товарища по детским играм Сашу Егорова. После призыва в армию в сентябре 1985 года была учебка, с отличием окончив которую сержант Александр Егоров 12 мая 1986 на 1,5 года был направлен служить в Демократическую Республику Афганистан. Когда нас подняли ночью, посадили в КамАЗ, мы не знаю, сколько ехало, мне очень долго показалось. Когда мы приехали, нас сказали к машине, все, мы вылезли, кругом горы, летают самолеты, ездят машины. Еще было непонятно, где мы вообще находимся. Потом через неделю, когда мы получили автоматы, расписались, нам сказали, что мы попали в ограниченный контингент советских войск в Афганистане. С этого началась моя служба, и через неделю нас просто раскидали по батальонам. Я оказался, значит, замкомандира взвода на 14-м гарнизоне 1-го роты, город Пулихумри. Обычные парни, вчерашние школяры, пожалуй, уже третье послевоенное советское поколение. Каким было их первое впечатление от этой, кипящей в котле войны, страны? Было очень непонятно, что вообще, как ты находишься именно в Афганистане. Но потом, после того, как ты действительно, у нас произошел пожар на этом, и мы поехали его тушить, тогда было вот понятно, что это все-таки уже другое государство, что это не просто мирное, это что ты уже действительно попал в боевые действия, что тебе предстоит на самом деле все отдать силы, которые ты получал в учебке, что ты умеешь делать. Афганистан. Малопонятная страна с малопонятной войной родовых племен, политических и религиозных, а то и просто криминальных группировок. Войной, в которую ограниченный контингент советских войск, как в болото, всосала неумолимая логика событий. Это была совсем не такая война, о которой мы в детстве читали книжки и смотрели фильмы. Мирное население, конечно, относится к тебе очень с уважением. Но когда ты к ним подходишь, они тебе и предлагают все, кушай это. Но когда есть такие враги, ты ему здрасте, а он потом тебе в спину стреляет, тогда совсем другое впечатление. И ты под этим впечатлением живешь, встаешь, когда ты смотришь, что ребята уезжают на обслуживание, и думаешь, лишь бы они приехали живые, здоровые. Так вот и происходит день, ночь. 620 тысяч жизней наших сограждан перемололи жернова этой братской интернациональной помощи. Да, сердце обливается кровью при чтении этих скупых строк. Слезы душат горло при виде этих теперь навеки молодых лиц. Но кроме слез, здесь к месту чувство гордости. Тогда, в 80-х, как когда-то в 41-м, вчерашние мирные парни сердцем заслонили родину от большой беды и также сделали это так достойно, что стало ясно – так будет всегда. Также навсегда Афганистан стал частью души каждого воина-интернационалиста. Щедро политым потом и кровью горным перевалом звучат позывные сердец вчерашних афганцев. И при слове «афган» чем откликается память сердца, Саша? Самое главное, это все-таки, я еще раз повторю,
мои друзья, с которыми я прожил, ел как бы с одной тарелки, пил чай, все смотрел фильмы, которые вместе сидели. Все как бы все это младшие братья, старшие братья. И так все это. Еще была вторая семья моя, с которой я эти 1,5 года прожил, и в дальнейшем я сейчас общаюсь. Ну и, конечно, слово Афганистан всегда будет с большой буквы. Слово Афганистан.